Здравствуйте, дорогие друзья. 27 июня, понедельник, на часах в Якутске 19:08. Арена событий, информационно-аналитическая авторская программа в прямом эфире. Как всегда, в прямом эфире мы рады принять ваши звонки по телефону 35 33 10. Рады общению с вами. Сегодня у нас в гостях министр спорта Республики Саха-Якутия Михаил Гуляев. Михаил Дмитриевич, здравствуйте, добрый вечер, спасибо, Добрый что пришли. вечер. Михаил Дмитриевич, я всегда стараюсь начать, во всяком случае, эфир, таким разминочным вопросом, легким достаточно. Вот как вы думаете, применимо ли к спорту, на ваш взгляд, такое выражение древних или все, или ничего? Да нет, потому что тем более в юношеском спорте участие – это самое главное. А потом не только чемпионы, а именно в призерах выйти. Это очень почетно. Это большой труд и очень большой почет. Да, 4 года готовится. Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся 4 года один раз, как на Олимпиаде. Да. Поэтому это действительно очень почетно. Михаил Дмитриевич, приступим к нашей теме. Абсолютно правда. Считанные дни остаются до старта игр «Дети Азии». Вся республика живет в ожидании этого события. Ваш покорный слуга не исключение совершенно. Вот смотрите, в этом году ожидается просто какое-то рекордное количество участников. 38 зарубежных команд, если я не ошибаюсь, и 8 российских. Как вы думаете, за счет чего «Дети Азии» так стали популярны и у нас в стране, и вообще в азиатском регионе? Ну, если так взять, первые игры в 1996 году участвовало всего 8 команд и 250 участников. А в этом году будет участвовать 2821 участников. В крайнем случае сегодня подтвердили участие. Так. А в общем, если посмотреть и участие тренеров, представителей 3500. Всех гостей. Всех гостей, да. Поэтому популярность растет, как видите. Если начиная первых игр, действительно, когда проводились, скептики были сомнения, что дальше пойдет этот проект. Но сейчас Международные спортивные игры «Дети Азии» являются самым уникальным проектом детского спорта, который, начиная с того века, 96 года, проводится систематически. Это первое. Вы помните, в 1998 году в Москве проводили всемирные юношеские игры. Да. Один раз всего. А у нас проводится уже 6-й раз. Это первое. Второе. 2004 года именно в Международном олимпийском комитете мы отчитываемся. Международный олимпийский комитет с 3-х игр объявил свой патронат. Да, и поддерживает каждые игры, теперь поддерживает наши игры. Олимпийский совет Азии поддерживает именно проведение Международной спортивной игры «Дети Азии». Тоже республика отчитывается Ассамблеи Олимпийского совета Азии. Все президенты, генеральные секретари Международного Олимпийского совета Азии присутствуют этой ассамблее. То есть можно так сказать, что «Дети Азии», игры «Дети Азии» всей своей историей завоевали любовь. Да, и участники, переезжая после игры «Дети Азии», именно рассказывают, показывают очень положительные отзывы со стороны участников, со стороны представителей азиатских стран. Ну а что, я же не ошибусь, наверное, если скажу, что это трамплин в большой спорт. Да, если так посмотреть, у нас с участием Олимпийские игры, то есть участники игр «Дети Азии» участвовали на Олимпийских играх. Да. Если так посмотреть, Георгий Балашин бронзовый призер Олимпиады, Виктор Лебедев, двукратный чемпион мира, и Галстян России, который стал олимпийским чемпионом, и Монголии, дзюдоист, который впервые история развития физической культуры спорта Монголии стал олимпийским чемпионом. Скептики, которые говорили, что не будет будущего у игр «Дети Азии», посрамлены. Идем дальше.
Вот смотрите, в рамках подготовки к играм этого года не ведется строительство новых спортивных объектов. То есть за 20 лет, получается, истории проекта, вся инфраструктура выстроена. Или какие-то временные работы сейчас проводятся на существующих объектах? Не, у нас, например, в этом году введена стендовая стрельба. Да. И именно стендовой стрельбе мы построили специально новые спортивные площадки. 3 спортивные площадки, которые отвечают международным стандартам. Они будут Михаил сданы Дмитриевич, 30-го. об этом поговорим через ровно 2 минуты. Арена событий вновь с вами. После короткой рекламы я напоминаю, что в гостях у нас сегодня в студии министр спорта Республики Саха-Якутия Михаил Гуляев. Михаил Дмитриевич, продолжим. Остановились на конкретных объектах. Да. Что сейчас, какие Да, работы? именно построили 3 спортивные площадки для стендовой стрельбы в Маганском тракте, где раньше занимались спортивисты. Ну, возлагаем большую надежду. Это олимпийский вид спорта. Впервые в этом году включен в программе. В программе включен 22 вида спорта. И еще дополнительно включен у нас кураж. Впервые тоже. Да. И вольная борьба среди девушек. Да. Хорошо. Подготовку к играм курирует, так скажем, и правильно скажем, лично вице-премьер российского правительства, полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Как в федеральном центре относятся, какое отношение в федеральном центре к ходу подготовки к играм? Ну, наши игры проводятся под патронатом президента Владимира Владимировича Путина. Так. Есть специальное распоряжение правительства Российской Федерации, которым назначен председателем оргкомитета Юрий Петрович Трутнев, заместитель председателя правительства, полпред Дальневосточного федерального округа. Провели в Москве именно оргкомитет, там Егор Афанасьевич отчитывался, приезжали заместители председателя полпреда, сам Юрий Петрович, они оценивают подготовку очень высокие. Очень хорошо. Возьмем паузу, примем звонок зрителя. Будьте добры, представьтесь, вы в эфире, из какого вы города, и задавайте ваш вопрос гостю. Прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Николай, звоню с города Якутска. Очень приятно. Меня интересует такой вопрос. Где можно приобрести билеты на открытие? Да, очень хороший вопрос, и можно ли вообще на открытии сегодня продается штаб-квартиры Международной спортивной игры «Дети Азии». С завтрашнего дня будет продаваться музей имени Гавышева, это улица Кирова, и будут продаваться театры Саха-театре. Да. Кстати, спасибо за очень хороший вопрос. Телезрители узнали, где можно приобрести билеты. Да. Правильно. Но это многие интересуются. Конечно. Правильно, конечно. да. Михаил Дмитриевич, на любых играх подобного масштаба колоссальную роль играет работа волонтеров. Как обстоит с этим делом? Ну, будут привлечены 2000 волонтеров. Волонтеры у нас участвовали в подготовке и проведении универсиады в Татарстане. Именно Министерство молодежи заранее все подготовительную работу проводили и в основном по направлениям. Это начиная встреча наших гостей зарубежных и с России. Да. Все команды будут сопровождаться волонтерами, будут именно отвечать волонтеры за награждение, за именно питание, размещение и так далее. Поэтому вот наши волонтеры это основные организаторы игры. За культурную программу будут отвечать? За культурную программу тоже. Вот сейчас мы к культурной программе подойдем, а сейчас примем еще один звонок. Давайте. Вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос гостю. Алло, здравствуйте, меня зовут Винокурова Людмила. У меня вопрос. Где можно посмотреть расписание игр, именно соревнований, и приобрести билеты на соревнования?
Спасибо за вопрос. Приобрести Расписание. билеты, я сказал, это Вы сказали приобрести билеты на открытие, а на соревнования? А на Там же. соревнования там же продается и будут продаваться именно объектах, где проводятся те виды, которые проводятся. Объект, вид, Да, собственно говоря, да, там можно да, будут, приобрести билеты. да. Что касается расписания, Расписание у нас будет именно печататься в газетах, особенно «Спорт Якутии». Ну, конечно, и специально будут раздаваться программы и продаваться программы. собственно, и на Я открытие. Да. видел, вот во время цеха продавали программу «Международные спортивные игры Дети Азии». Ну, то есть уже начали да. распространяться, во Да. всяком случае. Культурная программа. Помимо соревновательной части, в рамках игр масса других мероприятий ожидает гостей. Да? Да. Вот, кстати говоря, ладно, о культурной программе поговорим с профильным министерством, что называется. Да. Каждое ведомство должно заниматься своими делами, как говорил Михаил Фанович Булгаков. Вас вот о чем бы хотелось спросить. О научно-практической конференции в рамках игр, где также ожидается участие представителей зарубежных стран. Какие вопросы или проблемы там будут обсуждаться, подниматься? Что это за конференция? Так, научная практическая конференция будет проводиться у нас по теме именно международные спортивные игры «Дети Азии» как фактор идеи олимпизма и подготовки спортивного резерва. Будут участвовать зарубежные гости наши, будут участвовать ведущие ученые России, Да. и ректора физкультурных высших учебных заведений. Будут участвовать и Министерство образования, и понятно, Министерство все, спорта да. Российской Федерации. Будут обсуждаться именно подготовка нашего резерва. И именно роль международных спортивных игр «Дети Азии» о развитии азиатского спорта. Очень хороший ответ, я считаю, очень хороший. Давайте примем еще один звонок. Будьте добры, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос министру спорта, прошу вас. Здравствуйте, Михаил Дмитриевич. Михаил Дмитриевич. Какие призы ожидают победителям игр «Дети Азии»? Первый вопрос. А второй, я хотела вот такое сказать. Мы очень рады, что последние годы много спортивных объектов построили. И ведется очень большие работы по спортивной линии. Спасибо. 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 Коротко. Будет очень красивые медали для победителей и призеров, сувениры специально, и диплом, грамота победителя. Объекты. Цветочное награждение еще будет. Обязательно. Объекты у нас отвечают по всем международным стандартам. В 12 объектах пройдет спортивные соревнования, и все имеют сертификат Министерства спорта Российской Федерации и входят в реестры. Они прошли все аккредитации, и ремонтные работы практически завершены. Закуплены новые инвентари и оборудование, которые отвечают международным стандартам. Нисколько не сомневался, кстати. Вот по поводу конкуренции давайте поговорим. Ожидается очень большая конкуренция, ни для кого не секрет. На одном из совещаний полпред президента в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин поставил задачу перед тренерским штабом Сибирского федерального округа, цитирую буквально, взять первое место в командном зачете на играх. Планка высокая и желания большие. Ставится ли какая-то задача вашим министерством перед двумя якутскими сборными командами? Как показывает практика, Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, команда Казахстана, команда Китая, команда Монголии очень сильные. Да. Поэтому этот раз вообще конкуренция будет особенная. Действительно, 38 команд зарубежных и 8 команд с России, но при этом в первых 5 играх по неофициальным медальным подсчетам первая команда Республики Саха-Якутия всегда занимала первые места. Но чтобы подготовиться, именно сделано все условия, в том числе и учебно-тренировочные сборы, и наши
участвовали в соревнованиях всероссийского, международного уровня, выезжали даже за рубежом, чтобы подготовиться к международным спортивным играм «Дети Азии». Сейчас вот соревнования покажет, мы цели задачи поставили максимальные. Так, вот ответьте мне, пожалуйста, Михаил Ильич, а вообще медальный зачет, ставить медальные, как бы, такие вот медальные зачеты, да, спортсменам, это вообще нормально или это такой пережиток Советского Союза? Нет, это не Советского Союза, это как бы всемирное, потому что... Вы хотите сказать, что все ставят... Олимпийские игры тоже только считают медалями. Нет, и понятно, при этом, я же подчеркиваю, это неофициально. Ну, да. Неофициально. Поэтому победители и чемпионы будут выясняться, но неофициально все равно итоги мы подводим. Последнее, уже заканчиваем. Уже принято решение о том, что игры «Дети Азии» 2020 года, через 4 года пройдут в другой стране. Уже известно ли уже где, во-первых, и если нет, то могли бы вы озвучить какие-то страны-кандидатки на проведение игр? Последний год, да, действительно, это решение было принято, но сейчас заявились Монголия. Монголия очень активно именно в этом деле участвует. И Казахстан свое желание заявили, и Туркмения. Но при этом официальное письмо поступило с Монголии. Все-таки еще один вопрос задам. Успеваем, потому что вот после резонансных достаточно событий на чемпионате России по вольной борьбе здесь, в Якутске, хочется вас спросить по поводу судейства. Как оно будет организовано сейчас на играх «Детях Азии»? Будут привлечены более 700 судей, судей международного уровня, всероссийского уровня. Главным судьей является Семен Сергеевич Чердонов, главный судья международных спортивных игр «Дети Азии», а международным секретарем именно международных спортивных игр «Дети Азии» является Говоров Семен Никентьевич, судья международной категории. Наше время в эфире, к сожалению, истекло. Вы знаете, хочется пожелать всем юным спортсменам успеха и напомнить им слова великого Леонардо. Любое препятствие преодолевается настойчивостью.